друзья, мы вас поздравляем с Масленицей, с прошедшим воскресеньем. Город Домодедово, Каширское шоссе, дом 7. Хочу всех пригласить к нам в столовую, в кафе «Столовая». У нас вкусное приготовление блюд, у нас все вкусно, хорошо будет. Это вот пирожки с чем? С картошечкой. Зеленый лук, картошечка. Погромче. Зеленый лук, картошка. Здесь вот пекутся. Смотрите, какие красивые. Да, сейчас. Здесь еще готовятся, да? А здесь вот еще. А здесь уже готовенькие сейчас. О, какие. Надька, Давай. давай. Вот такие вот они красивые у нас пирожки. С капустой. Сладкие, вкусные. Так. Так, вот так у нас тут с пирогами. У нас, да? Один и уже один готов. Одна история. Потому что они на стол стоят. Надо под крышкой. Обязательно под крышечкой, чтобы было. Давай. Блины, не просто это блины, Таня, с манкой? Или как? Манка, здесь добавляется молоко, пшённая мука, кашица пшённая обязательно. И получается, как у нас это пшённая, больше пшеничная мука высшего сорта, масло сливочное, сахар, соль. Это все Нам Масленица на праздник. обязательно. У нас тонкие пекутся толстые. У нас, как мордовский блин, больше ценится толстые. Поэтому гостиница. Горячие. Так, здесь оставим. Вкусненько. Да сделаем еще. Сейчас поставим на это. Сейчас маленький. Мария, ну куда вот крышкать? А вот где-то уже.
пирожки с картошкой, с луком жареным, с грибами, пирожки с капустой, с яичком, жареный лук. Вкуснейшие, масленичные. Сегодня наедимся, завтра вкусно. Да. Да, все можно бросать, Валя. Нет, она холодная. Жарит. Валя, ты что будешь жарить? Говори. Я сало буду жарить для салмов мордовских, да. Чтобы салмы были очень аппетитные и вкусные. Это шкварка, нет. Очень мясо. Это моя работница. Говорите, что да. Галя, давай вот сюда вот это мясо вот так вот кидать. Она поменьше. Она другой столовой старшей у нас завернет. Такие пироги, Самое вкусное национальное блюдо. Да. А вот это что у тебя уже вкусно там? Это Галя, твои Девочки, мы стараемся не Я забывать сама. свои национальные блюда, правда? Соль, лаврушка. Сейчас принесет ловушку. Лаврушечка. Перчик не надо? Нет, перчик, наверное, не надо, да? А еще там это яйца. Ты же понимаешь. Так, я тоже. Она даже не надо лепшить. Она даже с конца машины, да. Так, она включена, да? Нет, не включена. Нет, она выключена. Да, ну давай, включи. А мы не включила? Сидела, выключила, а я не выключила. Да, значит, вы сделали. Я не знаю, сейчас спрошу. Сейчас спрошу я ее, сколько нужно. И нужно нам... Дай, Валя, сколько нам нужно? Ну, давайте штучки 4. Такое красивое, знакомое блюдо для нас. Вот что, вы скажете, что это такое? Салат жареный. Нет. Вот что интересно, форма такая же, вот практически, да. Но это делается из сдобного теста, здесь топленое масло, яиц очень много. Практически воды нет вообще. Тут сметана, да, делается. Если в более бедной семье, то это сало растапливалось, да, топили сало, на сале делалось. Это блюдо делается вот в некоторых районах, например, в Атяшевском районе, вот село Киржеманово. Лизавета у нас тут представляет это блюдо, это она принесла, кстати. Называется орешки, просто орешки. Орешка, песчинец, да, называется песчинец. Они вот в их районе, это делается на Масленицу. В моем районе, в Большеигнатовском, это делается на Старый Новый год. И на Старый Новый год дети заходят в каждое село и поют, значит, как это, колядки, и их угощают вот такими орешками. И, кстати, делали их с секретами. Например, они делались побольше, куда-то запекали, например, денежку, единичку, монетку, да, куда-то запекали. Нет, пшено одно, а еще самое главное, деревяшку. Представляете, вот ребенку попадется деревяшку и скажет, ты умрешь. Вот, а кому монетка доставалась, значит, сюпакщи, да, проявляется у человека. Вот поэтому, видите, вот мы можем
можем весь стол там прокомментировать. Там все блюда мордовские практически. Хоть и говорим, что у нас не богатая кухня, но когда открываешь кулинарную книгу Республики Мордовия, мордовскую кулинарную книгу, первым делом там пишет чурка. Я читаю и удивляюсь, думаю, ну и закуска. Богатая же у нас кухня. Закуска пишет чурка. Или сокор Шеня. А еще пидис чапалок Шеня. Пидис чапалок это очень хорошее блюдо. Какое блюдо? Нормальное блюдо тебе. Потому что кухня-то, в принципе, не богатая сама по себе. Вот, это очень вкусно. Попробуй, очень вкусно. Я вот как увидела сейчас, вот это да, думаю, кто-то принесли такое блюдо. Дорогие друзья, приглашаем вас на блины. Мордовские блины. Это наши огурчики своего посола, очень вкусные. Наш мордовский. Мордовский? Да. Сами все это делаем, сами закручиваем, сами закатываем. Так что приглашаем попробовать наши изделия интересные. Дело в том, что в связи с тем, что сегодня Масленица, и как бы это также и русский праздник. Да-да. И мы, кроме блинов и кроме нашей национальной еды, еще вот, например, решили, что надо бы оливье сделать, покушать сегодня, потому что завтра уже нельзя кушать яйца, потому что начинается пост. Надо бы, в общем, надо насладить себя всеми блюдами, которые, когда пост, есть нельзя. Пиземчике свесят стеки сель, ту мой справды модаешь роскомась, лопасть здесь лютость пингенкист, састо полычи волгомас, тетянок даванок сиречи. Салма. Салма вообще это татарское слово. Татарская? Конечно, татарское. Это татары очень контактировали очень близко с татарами, особенно вот восточная Мордва, это ирзяне. И татары, соответственно, много очень слов перешло к нам с татарского языка. Например, каймака, салма. Да, это все татарские слова. Допустим, фамилии у нас есть Мамаевых очень много. Откуда эти Мамаевы? Это тоже от татар. Поэтому содержание у нас мордовское, а название татарское. Салма. А мордовская кухня вообще очень незатейливая. Она совершенно неизысканная. Во-первых, никаких специй нет, надо сказать. Что вот если, например, допустим, южные народы, у них очень много специй, очень много восточные народы, очень много специй. А у нас элементарно укроп и петрушка сдабривала все вот этой травой. И поэтому можно сказать, что мордовская кухня диетическая кухня. Но при всем этом надо сказать, что она очень сытная, потому что, допустим, вот та же салма, да? Салма что такое? У нас просто называется салма. Вообще-то галушки, клёцки, это разновидность мордовская. И, конечно, вот это блюдо, как можем сказать, чтобы всем было понятно, это галушки или клёцки, но, значит, особенности свои в том, что салма это готовилась с фаршем, с капустой. Что у нас было? У нас была квашеная капуста. То есть в мордве, в принципе, все варилось, тушилось и квасилось, но не мариновалось. Никаких уксусов не было. Да, и поэтому и салма, квашеная капуста в разном виде. То есть с фаршем, с грибами можно это сделать. Можно это сделать со свежей капустой помешать. Вот делаются вот такие, как их назвать? Подушечки. Вот, да, у нас вот, например, допустим, это какой район? Вот Качкуровский район, видите, в каждом районе были свои особенности еще. Вот в Качкуровском районе они резались так вот мелко. В Большеигнатовском районе они еще крупнее режутся. А Вот так. Колотинском еще крупнее. У нас как пельмени. Да и у нас тоже крупнее режется. У меня жгутик такой получился. Вот, и поэтому это все варилось в соленой воде, а потом уже все что угодно добавлялось.
мясо тушеное с фаршем, все с мясом делалось. Мордва, ну что, все, что выращивали, все, что в лесу собирали, то и ели и варили. Вот, поэтому, естественно, занимались сельским хозяйством, занимались скотоводством, поэтому мясо всегда было. И особенно свинина. Редко, когда это была говядина. Почему-то всегда свинина. Вот, мы сейчас покрупнее сделаем, Наташа, как вот у вас, да, в Коломенском районе. Мне еще хотелось, вот пока я делаю салму, здесь у нас сегодня ежи и мокша находится, и поэтому вот, допустим, скажем так, у западной мордвы, у мокша, у них очень хорошие блины. У нас есть у нас замечательная заслуженная артистка Республики Мордовия Каецкая Вера Ивановна, которая вот придумала такой проект. Каждая ее встреча, она чем-то, с какой-то изюминкой, да? И вот сегодняшняя встреча, она приглашает в гости на мордовские блюда. А мордовское блюдо, ну, самое распространенное, вот она салма. Поэтому это благодаря ей вот родилась эта такая идея. Вернее, она не родилась, она ей принадлежит. Поэтому, то, что вот мы все тут участники, ну, потому что мы мордва с разных районов, поэтому мы с удовольствием ее поддерживаем, безмерно ее любим, и сегодня все уже участники. А к 2 часам у нас придут гости, которые будут пробовать вот все вот это вот, то, что мы, да. И сегодняшнее мероприятие у нас будет сопровождаться вся наша стряпня, вся наша кухня, вся наша за столом, значит, поедание этой салмы будет сопровождаться вот нашими национальными песнями. Валькань проса весела, кава есть, айданой, но тёла, кава тёла, но лошицу ли. Тёла, кава тёла, но лошицу ли, айданой, но проса неси манца. Всяко верите, давай домой, но всяко верите, да ходите. Всяко верите, да ходите, давай домой, но тя Максима, не тя Макима.